Как зовут маму? Лена. Лена. А братика как зовут? Захар. Юра Орлов родился совершенно глухим. Врачи обнаружили это еще в роддоме. С 3 месяцев малыша стал наблюдать сурдолог. Тогда стало ясно – необходима операция. В год Юре прооперировали одно ухо, в 3 – второе. Кохлеарная имплантация помогла вернуть ребенку слуховую функцию. Усилиями родителей и сурдолога Юра научился говорить. И этой осенью пошел в детский сад. 7 лет назад в регионе начали проводить аудиологический скрининг. Слух появившегося на свет малыша стали проверять прямо в роддоме. Это позволило выявлять недуг сразу. Сегодня на учете в сурдологическом кабинете 363 малыша. К единственному в коме детскому специалисту каждый день приходят по 10-15 маленьких пациентов со всей республики. И к каждому Эмилия Тюкина находит свой подход. Ты не бойся, это не больно, это не страшно. Хорошо? Основными причинами глухоты и тугоухости называют генетические нарушения, хронические инфекции и заболевания, такие как краснуха, корь, свинка, менингит. Кроме того, слух пропадает под воздействием некоторых лекарственных препаратов и вредных факторов окружающей среды, в первую очередь шума. По мнению медиков, около половины всех случаев глухоты и прочих нарушений слуха можно предотвратить, устранив причины их развития. Этим и занимается Эмилия Тюкина уже более 50 лет. Если даже мы и поставили ребенку диагноз глухота, надо думать, что дорога для таких детей не закрыта. То есть эти дети нормально развиваются, нормально живут и нормально учатся в школу. Глухому ребенку сначала назначают лечение. Если оно не помогает, врач предлагает операцию. Специальные импланты, восстанавливающие функцию слуха, ставят в Москве и в Санкт-Петербурге. От операции обычно никто не отказывается, но она еще не все. После нужно научить ребенка говорить, а это могут далеко не все родители. Многим просто не хватает терпения. И вот тут на помощь приходят сурдологи и педагоги. Школа для детей с нарушениями слуха работает в поселке Верхняя Максаковка под Сыктывкаром. После окончания школы дети могут поступить в любое высшее учебное заведение, могут получить любую специальность, которая им больше нравится. То есть эти дети у нас все как бы не теряются, мы их наблюдаем и в свое время помогаем им даже в жизни. Бывают часто такие моменты, что когда уже взрослый становится глухой, который у нас наблюдался, к нам идет за советом и за рекомендациями, как быть ему дальше в жизни. То есть мы их не бросаем, мы не теряем. Хотя потеря слуха и считается самой распространенной сенсорной формой инвалидности в мире, Эмилия Модестовна считает, помочь можно каждому малышу. Главное – сделать это вовремя. Тогда слабослышащий ребенок ничем не будет отличаться от сверстников. Любовь Филиппова, Анастасия Тюрнина, Олег Костромин, телеканал Юрган.